Bütün Xgede Салем. Яңа йыллар белән, с Новым годом всех поздравляю. Давайте всех приветствуем. Мы вместе собрались. Вчера был вот как раз таки старый Новый год. Сегодня вот у нас с теми традиционная встреча Яшляр Якшембек Кишасы. Мы всегда стараемся приглашать на ваши встречи очень интересных спикеров. И сегодня у нас тоже не менее интересные спикеры будут выступать. Первое слово хотим передать нашему другу штаба татар, дорогой Лазас в гостях. Вот. И он у нас президент Тэквондо. МФТ России, да. МФТ России. Так что передаю вам слово, пожалуйста. Да. Во-первых, большое спасибо, Рустем Фаизович. Вы все знаете, что это за человек, можно ничего про него не говорить, но я все равно скажу спасибо, потому что мне приятно говорить слова благодарности такому человеку. И мне кажется, если бы мне сказали, какая душа татарская, я бы сказал, познакомьтесь с Рустемом Фаизовичем. Он представитель гостеприимства, дружбы, открытости, праведности. Вот именно так я и представляю татарскую душу. Поэтому спасибо вам, что пригласили меня на это собрание. Я расскажу немного про олимпийское движение, про истоки, и чтобы было, наверное, интересно, так это может быть в виде беседы. И потом перейдем быстро про тэквондо. Почему игры называются олимпийскими, как вы думаете? Может, они на Олимпе проводились на Олимпе, может быть? Нет, Олимп — это гора, которая находится примерно 550 километров от места проведения соревнований. На Олимпе они не проводились. Олимпия. В Древней Олимпии. Но почему именно Олимпийские игры? Это не место проведения назвали именно после начала соревнований. Почему соревнования назвали олимпийскими, как вы думаете? Самые древние Олимпийские игры, первые, которые считаются, первые соревнования провел Геракл, герой Древней Греции. Как вы думаете? Он был не выходцем с Олимпа. Ответ очень простой. Боги были. Да, боги олимпийские это религиозные игры, и они были посвящены богам Олимпа, олимпийцам. Поэтому, когда мы говорим олимпийские игры, это значит некое действие посвящено вере в определенных богов. Да? Дальше. Первые соревнования, считается, провел Геракл. После того, как он совершил один из своих подвигов. Подвиг по-греческому называется атлос. Отсюда и слово атлетизм. Считается, любой, кто занимается атлетикой, совершает подвиг, он развивает свое тело, развивает свой разум, он уподобляется вот тем древним богам. И вот это совершенствование, это и есть некий подвиг. Слово «спорт» тогда не существовало. Слово «спорт» это новое, и никакого отношения к тем соревнованиям просто не имеет. Итак, считается, что Геракл очистил Авгеевы конюшни. Слышали про такое когда-нибудь? Это было место, оно было загрязненное, которое нельзя было очистить. В конечном итоге он прорубил в этих конюшнях две стены, через них прошли две реки, очистили эти конюшни, и это был, считается, подвиг. Там был некий царь, которого звали Авгей, Авгеевы конюшни, вы слушали, наверное. И поблагодарить своего отца, то есть Зевса, он учредил эти соревнования. Это имеет некий такой метафорический смысл, как и все греческие мифы, они достаточно метафоричны. Значит, очищение конюшни – это один из первых ступеней инициации в древнегреческой мифологии. Первая ступень инициации, развития духовного – это и есть катарсис, очищение, катарсис по-греческому. Второе идет просветление.
Авгий по-греческому это восход, восход солнца. Царь Авгей это царь, олицетворяющий восход, восхождение солнца. Ну и дальше идет уже дальнейшее развитие. И вот так вот он проводит первые соревнования, которые называют олимпийские, которые посвятил именно своему отцу Зевсу, предводителю греческих богов. Это понятно? Дальше эти игры, как мы называем игры, приходят через 1000 лет в Европу и начинают возрождаться. Греки называют не игры, а агонес. Аго по-греческому это даю направление, это воспитываю. То есть это считалось некое воспитание, некое соревнование, некое состязание и никогда не считалось игрой. Слово игра это современное, это новодел. Как я уже сказал, древние считали, что это часть религиозного акта. У них боги были человекоподобными, вы, наверное, про это знаете. Ну и люди старались быть богоподобными. Считали, что таким образом, соревнуясь, тренируясь, развиваясь, они приближаются к своим вот этим богам. И богам радостно, когда их дети сильные, здоровые, сильные, развитые, мудрые, быстрые, ловкие, могут защитить свои семьи, когда у них сильные дети, когда сильные девушки, сильные парни. Ну и вот это действие приходит в Европу. А как вы думаете, откуда слово «игра» возникло тогда? Тоже, наверное, греческое игр. Нет, тут это совершенно европейское. И слово «спорт». Слово «спорт» происходит от английского «disport» – забава, развлечение. Когда европейцы впервые увидели некий такой, вот эти состязания, сказали «забавно». Им стало забавно, то есть прикольно. Да? Представьте человека, который не религиозный, не разбирается в религии, видит какого-то религиозного человека. Допустим, заходит в храм, а там кто-то там молится. Или кандила и какой-то священник что-то делает. Что он скажет? Ну, забавно. Да? Или еще что-нибудь такое скажет. Забавно. Поэтому, когда люди бегали, прыгали, соревновались, добивались какое-то совершенствования, европейцы сказали «забавно». И так возникли, они подумали, что люди играются. Хотя к игре это никакое отношение не имело, это было действие личностного роста. Да? Поэтому второе слово, которое мы изучаем, спорт, это современный спорт. Слово никакое отношение к древнему движению не имеет. Также еще несколько слов, которые, возможно, вам известны или неизвестны. Есть такое слово, как аскет. Аскиси по-греческому это упражнение. Аскет это тот, кто упражняется. То есть те, которые упражнялись, они были все аскетами. Вне зависимости в чем? В науке, в искусстве и так далее, в спорте. Слово гимнастика, как вы знаете? Знаете, откуда происходит? Нет, конечно. Гимноз по-греческому это голый, обнаженный. Нудист. Как вы думаете, какое отношение нудизм имеет к тому, что на олимпийских соревнованиях все выступали абсолютно обнаженными? Да. В Древней Греции. В Древней Греции. Поэтому слово гимнастика, то есть занятие чем-то в обнаженном виде. А почему все были обнаженными, как вы думаете? Жарко было? Нет. Чтобы видеть то, что они не муклюют. Да, чтобы увидели гендерную принадлежность. В Древней Греции до олимпийских соревнований допускались только мужчины, женщинам вход запрещался. Запрещался вход и участие не грекам, и людям, которые совершили преступление. То есть, если ты был преступником, если ты кого-то там убил, изнасиловал, воровал и так далее, тебе к этому действию запрещался вход. Да, считался, что ты грязный, что у тебя есть так называемая миазма.
в древности было такое понимание, как скверно. Считалось, что есть, тогда люди поняли, что есть определенные вирусы, заболевания, которые передаются, как мы сейчас знаем, воздушно-капельным путем. Но они пошли еще дальше, они считали, что есть еще более тонкие материи, которые они называли скверной. Считалось, что если кто-то кого-то убивал, он заражал вот эту атмосферу и мог это передать другим. Поэтому если где-то было увечье, убийство, несчастные случаи, проводили очистительные обряды, катарсис, про который я говорил. Одним из очистительных этих обрядов считались непосредственно соревновательная деятельность. Считалось, что когда люди бегают, прыгают, метают копье, борются, они вот эту злую, плохую энергию, они ее разгоняют, да, и очищают пространство. Поэтому, если происходило какое-то такое действие скверное, то проводили очистительные обряды. Также проводили то же самое соревнование перед крупными сражениями или после сражений, или в качестве погребальных игр, как мы встречаем в Илиаде, когда Ахиллес, чтобы выразить честь своему умершему другу Патроклу, проводит соревнования. Считалось, что душа воина, которая покинула земную жизнь, может попасть в более высокие миры, когда она видит, что те наследники, они продолжают его дело, они там тренируются, они совершенствуются, и они могут защитить его детей, его семью, ну и так далее. И на этих соревнованиях допускались, на олимпийских, только мужчины, как я сказал. Но один раз все-таки женщина туда проникла. Она была дочерью олимпиоников, олимпийских чемпионов. То есть ее отец был олимпийским чемпионом, и ее два сына стали тоже олимпийскими чемпионами. Вот до того времени все участники, они могли быть одетыми. И она была одетая. То есть она туда проникла как мужчина. Одета как мужчина. И когда увидела, что ее родственники побеждают, она закричала. И все поняли, что это женщина. А наказания тогда были простые, смертная казнь. Вот. Но там посовещались и поняли, что мать, дочь олимпиоников убивать просто нельзя, это кощунство. Поэтому ее помиловали, но сказали, впредь все будете участвовать на соревнованиях только в обнаженном виде. Поэтому гимнастика – это гимноз по-греческому, это обнаженный. Заниматься чем-то в обнаженном виде. Вот так вот. Ну, это если так вот очень-очень коротко, как воспринимали тогда. То, что мы видим сейчас, не имеет, конечно, никакого отношения к древнему мировоззрению. Раз в 4 года собирались со всего мира, со всего того известного света путешественники, странники, мореплаватели в древнюю Олимпию, что находится на юге Греции. Прекращались войны, называлось священное перемирие, и никто не мог эти войны, это перемирие нарушить. В летописях говорится, что один раз спартанцы решили смухлевать и напасть, завоевать один маленький город в последний день перед началом перемирия. Вот они напали, завоевали этот город, им пришли глашатые и сказали, вы просчитались, вы напали именно в начало перемирия. И что они сделали? Они освободили этот город, сказали, и больше его никогда не трогали. Вот это были те времена. Сейчас мы видим, наоборот, западные страны как раз начинают все войны, либо когда идут Олимпийские игры, либо когда идут какие-то религиозные праздники, когда у людей хорошее, доброе, светлое настроение, когда хочется подумать о чем-то добром, хорошем. А почему? Потому что очень сильно исказился дух олимпизма, и современные Олимпийские игры, это уже игры, да, это уже забава,
это уже не духовное развитие. К отношению к древней Олимпии тоже ничего не имеет, используется в качестве там, политического давления, в качестве продвижения каких-то своих интересов. Безусловно, атлеты, спортсмены, они вне, может быть, этой политики, но все руководство этого Международного Олимпийского комитета, оно очень далеко от этого источника, от этих первых истин. Греческая культура, греческий язык, он такой, что очень много слов, очень много понятий идут оттуда. Я вот могу вам несколько слов сказать, допустим, греческих, а вы скажете, если вы их понимаете. Допустим, философия, да, география, математика, арифметики, физики, химия, политики, экономия, стратегики, стратегос, политикос и так далее. Это все греческие слова. Политик, география, математика, физика, химия, акустика. И они имеют все свое обозначение. Да? И истоки идут оттуда. Ну вот так вот. А само слово Олимп происходит из двух составляющих. Слово олос, весь, как олос, весь, как есть олограмма, голограмма, да, к примеру. И слово ламбо, свечусь. Это сияние, это свет, отсюда слово лампа или лампада. Ололамбос — это всесияющий, светлый, то есть это место пребывания древних, так они считали, богов. Это вместе такого всеобщего света. Ну вот так вот. Вопросы. Мне бы очень хотелось, чтобы вы мне что-то вот спросили. Сейчас спорт идет по уменьшению, а вот этот ваш вид спорта, он такой прогрессирующий, завоевательский такой, значит, очень много девчонок, очень много, значит, и массовое увлечение людей. И второй момент, наверное, всех беспокоит здесь, можно ли в этом возрасте начать заниматься и стать чемпионом? Чтобы объяснить, надо сказать, что такое тэквондо. Тэквондо — это корейское единоборство, которое придумал генерал южнокорейской армии. Единоборства, они восточные, бывают разные. Некоторые практиковались в монастырях, некоторые в дворце императора, некоторые имеют истоки такие более религиозные, там связаны с буддизмом, с конфуцианством, даосские и так далее. А тэквондо, оно совершенно особенное, оно создано недавно, 1954-55 год. И его придумал генерал южнокорейской армии Чой Хон Хи. Он воевал, он служил в армии, и он придумал такое единоборство, которое можно было быстро поднимать физическую подготовку солдатам срочной службы, чтобы они могли изначально переносить тяготы военной службы, поднять физические их способности, силу, ловкость, выносливость, быстроту, гибкость. Так что это современное единоборство, придумано изначально для армии, военным генералам, не имеющее какого-то такого религиозного подоплека, как другие единоборства. Тэквон переводится с корейского на русский язык удары руками и ногами. Через дефис большой буквы пишется до. До — это путь. То есть тэквондо две составляющие. Тэквон — это удары руками и ногами, это физическое развитие. Сюда входит развитие всех физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота, гибкость. Это работа с телом, это оздоровление тела, это оздоровление нашей общей энергетики, гармонизация всех систем организма. Через дефис до. До — это морально-этическое, духовно-нравственное воспитание. Считается, что человек, если развивает что-то одно, он получается слегка инвалидом. У нас две ноги, две руки, два глаза и две составляющие. Физическое и все-таки морально-этическое, умственное, духовное, которое надо параллельно развивать. Если мы будем развивать только спортивную часть, то получается неполноценная личность. Если только духовно развиваться, забыть про свое тело, тоже несовершенно
не полноценно. А вот тэквондо, оно развивает две составляющие. Поэтому, если правильно тренироваться, люди любого возраста, начиная с дошкольного и даже третьего возраста, могут найти то, что они ищут. Тэквондо, традиционное тэквондо, оно является многоборьем. Есть несколько разных федераций, которые развивают тэквондо. Есть Олимпийская федерация, называется тэквондо ВТ. Раньше они назывались ВТФ. Может, слышали такое? Кто знает английский язык? Вот они раньше WTF назывались, а сейчас стали называться только ВТФ, убрали. Как вы думаете, почему аббревиатура была такая? World Taekwondo Federation, WTF, и F они убрали, только World Taekwondo оставили. Потому что когда люди набирали WTF, выходила аббревиатура What the fuck. Поэтому они F убрали. World Taekwondo, все, F убрали. Вот. Это олимпийское, мы к ним никакого отношения не имеем, дружим, но это совершенно разные мировоззрения, миры, правила соревнования, нас уже соединяет только имя. Дальше идут традиционные, мы прямые наследники основателя, генерала Чой Хон Хи, называемся International Taekwondo Federation, в России Международная Федерация Тэквондо. Тэквондо МФТ. Две части. Это многоборье, и сюда входит несколько дисциплин. Каждый наш воспитанник изучает следующие дисциплины. Первое – поединки, которые проходят по правилам легкого контакта. То есть надо не убить противника, не поломать, а обозначить удар. И они обучаются, как правильно чувствовать дистанцию, время, пространство, момент, опасность, напасть мне или не напасть. Да? То есть вот эти чувства, это как шахматная игра, как руками, так и ногами. Следующая дисциплина – это измерение силы удара, то есть разбивание. У нас есть такие, кто в этом специализируется, такие молотобойные ребята, которые ломают вот все, что можно поломать, они ломают. Считается, чтобы нокаутирующий, жесткий, акцентированный удар, для этого есть силомер, для этого есть доски, но ни в коем случае не лицо человека, не лицо нашего противника. У нас нет противников. Кто занимается, все друзья. Да? Мы занимаемся взаимным ростом. Третья дисциплина, специальная техника, это разбивание маленькой доски в прыжке, которая развивает вестибулярный аппарат, развивает прыгучесть, развивает ноги. Считается, что крепкие ноги – это залог здоровья. Наш древний предок выживал благодаря своими сильными ногами. Он мог либо догнать какую-нибудь антилопу или мамонта, или убежать от какого-нибудь тигра. Поэтому без руки мог выжить, без одного глаза мог выжить, а вот без ноги не мог выжить. Крепкие ноги – это крепкая сердечно-сосудистая система. Вот эта дисциплина как раз развивает. И есть отдельная дисциплина, которая называется формальные упражнения. Карате кто-нибудь занимался из вас? Знаете, ну как ката, как нас называются они туль. Вот. Это заранее обученные технические действия, которые выполняются с специальным дыханием, которые развивают все 5 физических качеств. Силу, ловкость, выносливость, быстроту, гибкость, умение максимально расслабляться и максимально напрягаться. Из-за правильного выдоха тренируются внутренние органы, которые очень сложно так накачать, да, наш желудок. Из-за того, что все упражнения выполняются как влево, так и вправо, развиваются оба полушария головного мозга, гармонизируются все 12 систем организма. Мы занимаемся босиком, соответственно, биологически активные точки, которые находятся на стопе, тоже активизируются. Запоминаем последовательность технических действий таким образом, что в голове формируются правильные нейронные пути, которые развивают головной мозг. Ну и таким образом получаем всестороннее развитие, необходимое для здорового, крепкого организма. Потому что если мы говорим о боевом искусстве, мы говорим прежде всего о умении
продуктивной жизненной деятельности. Да? Не кого-то там на улице, бедолагу, побить. Все драки мы избегаем, конфликты и избегаем, с кем-то там выяснять на кулаках отношения смысла нет, но добро должно быть с кулаками. Вот, поэтому человек, который ставит задачу быть успешным в повседневной жизнедеятельности, он должен обладать крепким, здоровым телом. Что тэквондо и обеспечивает, поэтому к нам приходят люди всех слоев населения, всех возрастов, выполняется со специальным выдохом. Кто-нибудь видел когда-нибудь наши соревнования? Да? Я вам покажу, какой выдох в тэквондо и какой удар. Да. Очень просто, самый простой прямой удар. Легко, расслабление и вот так вот. И раз выброс энергии, и раз выброс. Как руками, так и ногами. Вверх, влево, вниз, вправо, да, вниз. Есть индивидуальные и есть групповые упражнения. Групповые для того, чтобы почувствовать себя еще в группе, потому что многие единоборства ты выходишь один против одного, а мы учим выполнять упражнения в команде для того, чтобы уметь работать также в команде. Та же самая драка, это не значит, что ты один против двух, или там, она может быть в разных сочетаниях, может быть придется и группой защищаться против другой группы. Это тоже в тэквондо обучается. Приходите на одну пробную тренировку, полчаса позанимаемся. А может быть в штабе начнем сегодня тренироваться? Понравилось ли вам взаимодействовать с нашей молодежью и пожелания штабу нашему? Штаб татар – это уникальное, классное явление, которое объединяет людей, которые хотят созидать, творить добро. Во главе с Рустемом, его начальником, человек, который реально олицетворяет душу татар, такую большую, огромную, открытую, добрую, позитивную и гостеприимную.